Удмуртия – край родниковый. Прозрачные родники здесь тысячами бьют из-под земли, питая главную реку – Каму. Кама по-удмуртски и есть большая река. Есть еще реки средние и малые, их почти 9 тысяч. Горы и равнины, хвойные леса и широкие поля, заливные луга и земляничные поляны расположились на территории в 42 тысячи квадратных километров. 300 километров с севера на юг, 200 с запада на восток. С древних времен вдоль рек вблизи родников селились удмурты, коренной народ, давший название республике, родственный по языку финнам и венграм. Строили дома, молились своим богам. Первые упоминания об удмуртах относятся к X веку. Были они крепкие и выносливые, славились трудолюбием и гостеприимством. А еще считались одним из самых поющих народов, и в красоте народного костюма им не было равных. Сегодня с большой долей вероятности мы можем сказать, что здесь, на границах Великого леса и Великой степи, в предгорьях Большого Урала проходили пути многих народов, в том числе и древних финно-угров, тех людей, кто впоследствии назовет Удмуртию своей родиной. В 1552 году этот край стал землей российской, а с 1920 года стал именоваться Удмуртской республикой. Удмуртия сегодня крепкий промышленный регион. Здесь сосредоточен мощнейший оборонно-промышленный комплекс России. Здесь создают начинку для космических аппаратов. Здесь выпускают самые надежные автоматы в мире. 95% стрелкового оружия России производится на предприятиях Удмуртии. И новый отечественный автомобиль тоже производят здесь. Вопль М, Булава, Калашников, Лада Веста – самые громкие бренды Удмуртии. Продукция предприятий республики экспортируется в 70 стран мира. В республике созданы условия для инвесторов. Самый известный человек 20 века стал легендарным в Удмуртии. Именно здесь Михаил Калашников придумал и создал свой первый АК-47. Здесь началась грандиозная история автомата. И уже новое поколение конструкторов продолжает историю своих предшественников. Концерн «Калашников» обладает ведущими компетенциями в стране по разработке и производству систем стрелкового вооружения. В настоящее время его конструкторским центром ведутся разработки более чем по 50 темам. Сегодня концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия. В концерн входит 3 оружейных бренда – «Калашников» – боевое оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие. Продукция концерна «Калашников» поставляется в 27 стран мира. По указу Владимира Путина Ижевск стал стрелковым кластером России. На национальную безопасность работает и Ижевский электромеханический завод «Купол», создавая системы противовоздушной обороны ближнего действия. Зенитно-ракетный комплекс «Тор», «Оса», бортовая аппаратура ракет класса «Земля-воздух», изготовленные на предприятии, находятся на вооружении более чем в 20 странах мира. Высокие технологии оборонной промышленности находят широкое применение и в производстве продукции гражданского назначения, ориентированном на потребности современного рынка. «Аксион» – крупное стратегическое приборостроительное предприятие оборонно-промышленного комплекса страны. Основным направлением производства являются изделия специального назначения для вооруженных сил России. Здесь изготавливают специальную технику для всех видов ракетного стратегического вооружения. В интересах отечественной космонавтики предприятие производит бортовые приборы для космических аппаратов, телеметрические системы для ракет-носителей, приборы систем управления ракеты-носителя «Ангара», антенные системы сближения и стыковки космических кораблей с Международной космической станцией. На предприятии освоили и гражданскую продукцию, от медицинской и бытовой техники до приборов энергоучета.
космическую отрасль работает и Ижевский радиозавод. Сегодня его основная специализация – космическое приборостроение. Это системы связи, бортовые компьютеры, системы стыковки к МКС. Сегодня завод производит телеметрию для космической группировки «Арктика», для разгонного блока «Фрегат», ракеты-носителя «Ангара». В числе перспективных проектов – российская лунная миссия «Луна-Глоб». На всех ракетоносителях, космических аппаратах и разгонных блоков стоит аппаратура разработки Ижевского радиозавода. Опираясь на опыт космического приборостроения, радиозавод является крупнейшим в России производителем аппаратуры безопасности и связи для железных дорог. Предприятие входит в пятерку крупнейших производителей навигационных приемников и обеспечивает электронным оборудованием интересы основных нефтедобывающих компаний России. Гордится Удмуртией и авто... Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно видеть всех сегодня в этом зале. Сегодня у нас первый день большого образовательного форума по развитию молочного животноводства. И сегодня я хочу поприветствовать наших высоких гостей. К нам сегодня прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Хатуов Джамбулат Хизирович. Я прошу поприветствовать его. Сегодня с нами наш глава Удмуртской республики Бричалов Александр Владимирович. С нами сегодня работают директор департамента племенного животноводства Минсельхоза Российской Федерации Амирханов Харон Адеевич. Директор департамента растениеводства Минсельхоза Российской Федерации Чекмарев Петр Александрович. И исполнительный директор Союз молоко Белов Артем Сергеевич.
Я предлагаю начать сегодняшнее мероприятие и начать его с приветствия Александра Владимировича. Александр Владимирович, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, уважаемый Джамбулат Хизирович, добрый день. Я все-таки начну, наверняка ваш форум начался именно с этого, но надо напомнить, у нас в стране страшная трагедия произошла, действительно страшная трагедия, погибло очень много детей, поэтому прошу начать нашу работу форума с минуты молчания. Спасибо. Давайте начнем работу. Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хизировича Хатуова за то, что он в очень плотном графике нашел время, как и обещал, и приехал в республику в очень непростое время для сельского хозяйства, особенно для молочной отрасли. Но это в очередной раз говорит о том, что и правительство Российской Федерации, в частности министерство, открыто к диалогу и готово вместе с нами искать решения и находить решения, выходы из сложившейся ситуации. Немного статистики. Приволжский федеральный округ, безусловный лидер в сфере молочной отрасли по производству молока. Более 30% всего молока по стране производится в Приволжском федеральном округе. Мало того, в топ-3 производителей на первом месте, вернее на втором месте, я сразу оговорился, потому что вспомнил, что на первом месте Краснодарский край, Джамбулат Хизирович. Вот, на втором месте, по-моему, Татарстан, третье место Удмуртская республика. И это не может не радовать, с одной стороны. С другой стороны, если сравнить динамику, вы прекрасно знаете, что в республике действует программа «Миллион тонн молока». Если сравнить динамику по производству, я бы сказал так, по крайней мере, по 2017 году мы видим небольшой спад в темпе роста, и это не может не вызывать такое беспокойство. Мы пытаемся, и в том числе в работе этого форума, ответить на вопросы, почему так происходит. Я имею в виду глобально, почему у нас снижается заданный такой темп в предыдущие годы. При этом мы должны параллельно ответить на вопрос, что делать со сложившейся ситуацией. Здесь, наверное, Джамбулат Хизирович более подробно раскроет. Мы свою позицию относительно и сухого молока, и контрафакта, многих других вопросов, и форм поддержки уже изложили на имя Дмитрия Анатольевича Медведева на Сочинском форуме. Обращались до этого в Министерство сельского хозяйства. Совместно ищем выходы из сложившейся ситуации. Я рад, что у нас такой высокий уровень экспертов сегодня работает в форуме. И рад, что приехали непосредственно те, кто заняты в сельском хозяйстве из разных регионов. Позволю себе только один короткий тезис. После такого погружения глубокого в молочную, так отрасль, если можно назвать, мы провели очень большой сравнительный анализ многих хозяйств, которые работают на территории республики. Ну и, собственно, выявили с министром, с коллегами так называемых чемпионов. Что это означает? За последние 5 лет существенный прирост по надоям в год, при сохранении качества, при этом растет средняя заработная плата, при этом увеличиваются отчисления в бюджет. Мало того, некоторые у нас чемпионы еще и поддерживают свои села социальной инфраструктурой. А есть предприятия, есть хозяйства, которые при тех же стартовых позициях, то есть даже территории рядом, то есть это не юг и север, да,
показывают результаты примерно на том же уровне, как и было 5 лет назад. И те получают примерно одинаковый объем поддержки. Вот для нас это сейчас, помимо действительно объективных проблем, которые есть, мы от них ни в коем случае не уходим и будем их обсуждать. Но для нас вот эта проблема, она, на мой взгляд, лежит в плоскости эффективности. Я общаюсь с некоторыми предпринимателями. Вот один из таких, прямо скажем, людей, которых я прислушиваюсь, это Красильников Владимир Анатольевич. Ну, все достаточно просто. Да? Он постоянно смотрит за изменениями. И с кормами, значит, разбирается там, и с какими-то другими вопросами. И ситуацию, ну, мы же знаем рынок, да, у нас он такой не сильно большой, там все друг друга знаем. И ситуация, она динамично меняется в плюс. Поэтому я, во-первых, всем желаю продуктивной работы. И помимо, еще раз, наверное, в третий раз, поиска решений сложившейся ситуации макрорынке, да, вот в стране в целом, еще и поработать вот над темой эффективности. Мы, в свою очередь, готовы, у меня разные запросы есть, готовы помогать, в том числе и финансовыми ресурсами, для того, чтобы наши производители имели доступ к самым современным технологиям, имели возможность обменяться опытом с лучшими практиками в России и даже за рубежом. Пожалуйста. Запрос такой сформирован, он, правда, не очень массовый. Большинство, значит, просьб – это дайте больше субсидий на, значит, литр молока. Но и это справедливо. Мы ни в коем случае от этого не уходим. Но у меня вопрос к производителям. 8 тысяч литров плюс в год и 5 тысяч. Примерно при одинаковых условиях. Почему? Конечно, есть желание поддерживать чемпионов, потому что мы видим динамику при сохранении, повторюсь, качества. А должны поддерживать всех. Вот давайте на этот вопрос тоже постараемся найти не просто ответы и решения его, а чтобы у нас по итогам форума была стройная, понятная стратегия развития нашей молочной отрасли. Я коллег из Союза молока благодарю за то, что они здесь принимают участие. Мы одними субсидиями, значит, вопрос не решим. Не только в молоке. Но вот вы прекрасно видите, что у нас происходит с нашими оборонными предприятиями. Почему развивается Купол и выдерживает высокие стандарты и конкурирует? Потому что они управляют изменениями. Почему концерн Калашников? Потому что управляют изменениями. Невозможно конкурировать, не вкладываясь в модернизацию оборудования, не внедряя новые технологии как производства, так и управления. Это не касается не только молока, это касается всех сфер. В скором времени, в конце апреля, я подведу итоги года своей работы, и отчет будет правительства. Существенная часть доклада будет посвящена изменению структуры модели, структуры управления. Мы начинаем себя. Мы должны реагировать на те изменения, которые происходят в мире. Ну а если уж и это прямой был посыл президента в обращении к Федеральному собранию, то для нас это, собственно, инструкция к применению. Поэтому еще раз повторюсь, Джамбулат Хизирович, вам огромное спасибо, коллеги, и продуктивной всем работы. Благодарим вас, Александр Владимирович, за добрые напутственные слова. И мне бы хотелось передать слово Джамбулату Хизировичу с приветственным словом. Спасибо. Уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги, прежде всего разрешите от имени министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Николаевича Ткачева приветствовать участников сегодняшнего форума. Александр Николаевич просил поблагодарить аграриев республики за те результаты в развитии агропромышленного комплекса, которые состоялись в прошлом году. Низкий вам поклон. Полагаю, что сегодня аграрное сообщество достаточно пытливо отслеживает информационное поле, и нам приятно, что в последнее время вопросы развития сельского хозяйства обсуждаются с очередностью буквально каждый месяц на разных площадках. В Совете Федерации, в Государственной Думе,
постоянно в правительстве Российской Федерации, конечно же, с участием нашего уважаемого президента, последние обсуждения, анализы достигнутые, задачи наши совместно на ближайшее пятилетие были озвучены Владимиром Владимировичем на аграрном форуме, который состоялся в Краснодаре. Полагаю, что вы очень внимательно читали. И нам очень ответственно, что в этих мероприятиях наступило время, когда мы все вместе будем анализировать внутренний рынок, когда мы будем примиряться к внешним рынкам по сбыту своей продукции. И, конечно же, мы четко для себя понимаем, что все, что мы сегодня производим, оно должно быть конкурентно. Я думаю, что сегодня, в рамках того, что было сказано Александром Владимировичем, вместе с экспертами Союза производителей молока, мы очень подробно выслушаем всех фермеров, всех руководителей сельхозпредприятий, все их предложения, инициативы, что нам необходимо еще предпринять на федеральном уровне и на региональном в плане системного развития отрасли. Полагаю, что у вас есть удовлетворение тем мерам господдержки, которые за последние годы состоялись. Ну, прежде всего, вы знаете, что созданы условия для получения льготных кредитов всем аграриям, кто сегодня строит и реконструирует молочно-товарные комплексы. Сегодня есть гранты на развитие семейных молочных ферм. Сегодня есть короткие кредиты, очень современный, очень эффективный механизм льготного кредитования. И мы предпринимаем сейчас меры, работая в прямой связи с регионами, чтобы эти меры были эффективны в каждом регионе, в том числе в вашей республике. Очень хотелось бы, чтобы сегодня в череде выступающих мы услышали и получили оценку, и мы рассчитываем, что дальнейшее совершенствование этого механизма позволит нам все же иметь хорошие результаты. Буквально несколько цифр, их будет сегодня очень много. Сегодня делегация Минсельхоза прибыла к вам в лице двух руководителей ключевых департаментов, потому что, вот можно так коротко, главный животновод страны, главный агроном страны, люди с большим опытом на протяжении десятилетий, занимавшиеся приростом производства каждой своей отрасли. И мы точно знаем цену приросту молока, который состоялся в текущем году. Цифра первая. За 2017 год в целом по стране мы приросли на 560 тысяч тонн объема производства товарного молока. И сегодняшний анализ говорит о том, что мы будем прирастать ежегодно в ближайшие 4 года не менее 500, а может даже, если мы будем повышать наши удои, повышать продуктивность дойного стада, а уважаемый губернатор особо на это обратил внимание, то прирост будет больше. Соответственно, мы понимаем, что тот дефицит молока, который сегодня есть в России, а в пересчете на молоко это в среднем 8 миллионов тонн, восполняется сегодня поставками по импорту. И, естественно, мы с вами понимаем, что главный партнер, наша братская Белоруссия, должна готовиться к тому, что Россия возвращается на собственный рынок. Так получилось, что мы долго возвращались, и за это время из числа переработчиков молочной отрасли сформировался определенный кластер больших профессионалов. Действительно, и мы с большим уважением относимся ко всем, кто является партнером производителей молока. Но, к большому сожалению, отсутствие молока породило некоторые схемы. И последние несколько месяцев мы стали заложниками реэкспорта молока через Республику Беларусь, наличие определенных серых схем, а самое главное, технологических процессов ряда производителей, которые стали использовать сухое молоко значительно дешевле, фактически по демпинговым ценам, потому что это серые схемы в производстве. И мы стали получать, ну, будем говорить, сейчас этим занимаются, может быть, качественную продукцию, но она не совсем соответствует тем технологиям, которые фактически заявлены в производстве. Благо, что таких производителей не так много. И этот год будет ознаменован тем, что реестр производителей и переработчиков должен быть сплочен долгосрочными договорами. Для вашего региона это тоже актуальная проблема, мы об этом говорили неоднократно на селекторных совещаниях. И очень хотелось бы получить сегодня ответ, почему из Удмуртии каждый день вывозится 300 тонн молока и 300 тонн завозится. Думаю, что сегодня нам объяснят.
Второй вопрос, очень важный, это себестоимость производимого молока и маржинальность, потому что молоко для Удмуртии является, по сути дела, одним из стратегических продуктов, производимого в регионе. И, Александр Ильич, мы поддерживаем, подтверждаем, что сегодня Удмуртия ведущий регион по производству молока. Так было, так есть и так будет. И мы все вместе будем прилагать усилия, чтобы маржинальность или рентабельность производства была не менее 20-25%. И мы должны для себя понимать, с одной стороны, мы будем работать над снижением себестоимости, с другой мы должны понимать, что на российском рынке цена средняя за литр молока базисной жирности должна составлять не менее 25 рублей, и тогда, как экономическая модель для сельхозпроизводителей и последующих переработчиков, и потом на полке для потребителей, это то, что устроит всех. Вот чтобы это состоялось, нам всем предстоит работать. Я не буду занимать время, по ходу, думаю, у меня будет возможность отвечать на вопросы, дополнять главных экспертов, которые сегодня на панели. Но я хочу сказать, дорогие друзья, нам приятно сегодня было принять приглашение вашего губернатора. Для нас в Министерстве сельского хозяйства очень ответственны те инициативы, которые во время встречи министра сельского хозяйства Александра Николаевича Ткачева и Александра Владимировича состоялись по стратегии на ближайшие 5 лет развития сельскохозяйственного производства и переработки. И мы разделим персональную ответственность за ваши достижения в регионе. Уверен, что они будут яркие. Поэтому очень хотим, чтобы те задачи, которые определил губернатор, аграрии региона успешно вносили как производители и как главная составляющая отрасль, а в стране сельское хозяйство является драйвером, коллеги. Я думаю, вы понимаете, почему. И, конечно, есть республика знаменита, даже не знаю, одним словом, как это сказать, теми достижениями является гордостью страны по ряду концернов, о которых говорил Александр Владимирович. Но еще больше она должна быть знаменита сельскохозяйственным производством. Так было, так есть и так будет. И я уверен, что лучшее молоко Удмуртии будет востребовано не только в регионе, а у вас сегодня 250 килограмм на одного жителя потребляется, 500 производится. Поэтому потреблять надо все же хотя бы 350. А все остальные излишки будут представлены во всех сетевых магазинах нашей страны, потому что это лучшее молоко, оно качественное, потому что оно произведено трудолюбивыми людьми и очень мозолистыми руками. Успехов вам в этой работе и всем нам. Спасибо, Джамбулат Хизирович. Мне бы хотелось предоставить слово Амирханову Харуну Адиевичу с выступлением по поводу развития молочного скотоводства, перспектив развития на ближайшие годы. Добрый день. Слышно, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Джамбулат Хизирович, Александр Владимирович. Очень важное мероприятие для нас, животноводов, в Приволжском федеральном округе. Там, где сегодня производятся значительные объемы из российских объемов в Приволжском федеральном округе и непосредственно в республике. Поэтому я хотел бы с 6-го слайда сразу начать. Ясно, что о мясе тут мы достигли успехов, и мы сразу хочу поговорить о молоке. Продолжение темы, которая озвучена здесь. Вот баланс ресурсов, вы видите, хоть к 2016 году 98%, но тем не менее отечественное производство приросло практически на 500 тысяч тонн. И то, что Джамбулат Хизирович здесь озвучил, это совершенно достоверные цифры, которые могут с нарастающим идти до 21, 22, 23 и так дальше годы, ежегодно не менее 500 тысяч тонн молока, товарного, самое главное, товарного молока. И вот
Среднедушевое потребление 233 килограмма. Безусловно, конечно, нас эта цифра не устраивает, потому что мы можем больше, и те 7,5-8 миллионов тонн молока, которые сегодня дефицит, как Жанбулат Казирович отметил, мы, конечно, способны. А каким образом, какие резервы у нас, я хотел бы здесь остановиться более подробно. Обратите внимание, пожалуйста, на объемы производства молока по формам собственности. Здесь, безусловно, если взять сельхозпредприятия, крестьянские фермерские хозяйства, они идут с плюсом, и нас эта цифра, те 500 с лишним тысячи тонн, безусловно, устраивает, но мы могли бы значительно выше, не менее 700 тысяч тонн в год увеличивать молоко за счет интенсификации отрасли, за счет технологий, за счет генетики и организационных моментов, и, конечно же, управления стадом. Следующий момент. По поголовью молочных коров мы, можно сказать, остановили спад численности поголовья и находимся в сельхозпредприятиях на уровне 2 миллиона 800 тысяч голов скота. И в крестьянских фермерских хозяйствах идет прирост поголовья, и хочу отметить, что одновременно идет повышение использования генетического потенциала в этом секторе. К глубокому сожалению, видимо, жизнь так и диктует. ЛПХ у нас как снижение производства молока, так же и численности скота. В то же время я хотел бы отметить, что показатели численности коров не одинаково в разрезе регионов. Достаточно сказать, что в 52 субъектах за прошлый год снизили поголовье на 85 тысяч голов. И только в этом секторе снижение произошло 330 тысяч тонн. Ведь это, если бы мы при сохранении и плюс к тем 500 тысяч, мы уже имели бы 800 тысяч тонн молока. Снижение кто допустил? К сожалению, здесь есть и регионы Приволжского федерального округа, в том числе, начиная с Башкортостана, не хочу я их называть, вы видите, очень хорошо здесь видно демонстрация этих показателей. Уважаемые коллеги, одним из важных моментов – это интенсификация, то, что Министерство сельского хозяйства добивается. Мы хотели здесь показать, каков уровень использования современных технологических методов разведения, кормления, содержания, доения коров. И если на этой таблице в целом в Российской Федерации мы видим, что от 400 и выше поголовья мы всего 12% содержания удельного веса доли ферм, то здесь производится 55% всего объема. А меньше 400 голов 88%. И производится 44% молока. Вот мы хотели провести что-то в Удмуртской республике. 7,3% это 800 и выше процентов фермы, доля ферм. Они производят почти 35% молока. Это очень, с нашей точки зрения, неплохо. И в то же время хотел бы привести Башкортостан. 1,3% современных таких ферм, а производит всего 17% молока от общего. Хотя Башкортостан в республике занимает второе место
в России по производству молока. В год имеется в виду. Следующий слайд я хотел бы попросить, 10-й, то есть 14-й слайд, если можно. 14-й слайд. Вот обратите внимание, пожалуйста, на этом слайде основные показатели производства молока сельхозпредприятия Удмуртской республики. Здесь мы должны сказать слова благодарности, то, что поголовье не только сохраняется, Жамбулат Казирович, но и увеличивается маточное поголовье. Хотя в целом крупнорогатый скот есть немножко снижение, но тем не менее маточное поголовье сохраняется и растет стабильно, с набором высоты идет продуктивность. А использование вот этого генетического потенциала, вот здесь чуть дальше я скажу, он не совсем достаточен. Производство молока в хозяйствах всех категорий. Мы здесь видим, в 90-м году, заметьте, Удмуртская республика производила 665 тысяч тонн молока, а в 2017 году 757. То есть всего 5 регионов в Приволжском федеральном округе, в том числе и Удмуртская республика, превзошли уровень 90-го года. То есть могут работать современными методами ведения животноводства. И вот поголовье во всех категориях хозяйств в Приволжском федеральном округе. Удмуртская республика вот здесь в 90-м году 245 и в 2017 году 135. Безусловно, за счет продуктивности вы нарастили очень хорошие объемы, но желательно, чтобы прирост поголовья, численности поголовья, над этим поработать через воспроизводство стада. Кстати, по воспроизводству стада хотел бы отметить, уважаемые коллеги, в республике неплохие показатели, 80-81% выхода, когда российская строчка постоянно держится 76-77%. Вот здесь работа идет, я бы сказал, положительно. И вот по продуктивности. В целом Российская Федерация по продуктивности 2,5 раза увеличила к уровню 90-го года продуктивность. 2,5 раза. И к 2020 году ожидается в целом по Российской Федерации не менее 6700 килограммов. То есть это для нашей страны огромными площадями, это достаточно серьезная цифра, хотя мы использование генетического потенциала, я не устаю это повторять, используем только на 57%. Буквально 3 года тому назад эта цифра была 49. За 3 года мы увеличили вот на несколько пунктов, это очень важный показатель использования генетического потенциала. Ну, здесь по потреблению Жамбулат Казирович сказал, просто слова благодарности, на самом деле 500 килограммов – это серьезный показатель на душу населения. Но, как Жамбулат Казирович отметил, потреблять надо больше. Динамика цен. Жамбулат Казирович, по вашему поручению, мы здесь динамику цен с 4 января и по практически в март месяц, вот посмотрите, какое колебание произошли, такого, ну, так сказать, трагичного по большому счету ничего не произошло. Но если взять в разрезе отдельных регионов, от 5 до 8 рублей снижение, это, конечно, очень серьезно влияет на дальнейшее внимание к отрасли наших уважаемых инвесторов. Информация по ценам на сырое молоко. Вот в среднем в соответствии с 2017 годом выросло 37 субъектах и снизилось в 36 субъектах. А в сравнении с предыдущей датой с 23 субъектов выросло, снизилось 44.
Безусловно, нужно здесь поработать не только на федеральном уровне, но и на региональном, и на муниципальных уровнях, потому что это общая задача и общая стратегия. Уважаемые коллеги, за последние годы в результате работы, в том числе и федерального министерства, мы достигаем положительных результатов по товарности молока. Мы в прошлом году произвели 22 миллиона тонн товарного молока за последние десятилетия, по большому счету. И если в разрезе форм собственности смотреть, то вы видите, чего мы хотим добиться к 2020 году. Это не менее вот этих цифр. А в 2017 году мы имеем в сельхозпредприятиях 95%, это хороший показатель. И в других формах собственности, конечно, есть над чем подумать. И вот тот вопрос, который, Жамбулат Хажевич, вы задавали, совершенно справедливо. Рейтинг региона с высокой долей производства в сельхозпредприятиях. Следующий слайд, пожалуйста. Вот они, вот начиная с Кировской области, в сельхозпредприятиях. Высокой доли сельхозпредприятия производства молока. И следующий слайд. ЛПХ. Кто занимает? Вот, пожалуйста. Одним из важных вопросов в воспроизводстве, который 2 года тому назад по поручению Хатова Жамбулата Хазировича составлена дорожная карта, и по сегодняшний день успешно работаем, и показатели у нас как по выходу телят, так и по охвату искусственного осеменения в молочном скотоводстве достаточно уже неплохие. Жамбулат Хазирович, могу доложить, что здесь те пункты дорожной карты, которые вы утверждали, они значительно даже перевыполняются. И есть надежда, что в целом к 2021 году мы выйдем по воспроизводству не менее 79-80% телят в расчете на 100 коров. Следующий слайд. Резервы увеличения производства молока. Пожалуйста, коллеги, 26-й слайд. 26-й, пожалуйста. Вот наши резервы, я не буду останавливаться, чтобы время у вас не занимать. Мы можем сказать, что дополнительно за счет этих резервов мы можем спокойно производить дополнительно, подчеркиваю, 2 миллиона 44 тысячи тонн. То есть мы ежегодно недополучаем из-за нашей, извините за такое слово, расхлябанности. Просто на ровном месте мы недополучаем, потому что мы не дорабатываем. Мы все, в том числе и наш департамент, я не снимаю ответственности с департамента. Вот основные направления государственной поддержки. Я чуть-чуть хотел бы остановиться здесь, потому что здесь кто 5000 килограмм молока получает, с коэффициентом идет. Значит, в Дальний Восток и не черноземка с коэффициентом идет. На килограмм молока имеется в виду. То есть не только 5%, до 5%, не только капексы, но и другие меры государственной поддержки, которые сегодня есть, они беспрецедентны, коллеги. И те практически 9,5 миллиардов рублей, которые выделяются, извините, только на молочное скотоводство, мы должны реверсом ответить обратным своими показателями в работе в животноводстве в целом и в племенной ее части конкретно. Сейчас я чуть позже, я сейчас завершаю, Жамбулат Хазирович. Вот государственная поддержка молочного скотоводства, пожалуйста. Следующий слайд. За последние 3 года только, коллеги, мы дополнительно ввели 176 объектов в России. За 3 года только. А если в целом 2240. И на 125,3 тысячи скотомест. И произвели только на этих, за 3 года, на этих 176 дополнительно 752 тысячи тонн молока.
То есть мы не можем сказать, что государство не обращает внимания на развитие молочного скотоводства. Собственно, молочного и мясного скотоводства, я сказал бы. И вот два слова о племенном деле. Коллеги, мы должны ежегодно выращивать не менее 110 тысяч голов высокоценного молодняка в целом по России, из них 3,5 тысячи голов в республике Удмуртской республики. Потому что у вас 35 тысяч коров в секторе племенном, племенных стадах. И те 10%, которые требования установлены, выполняется, вот здесь немножко критики, выполняется только приблизительно на 80%. То есть, или же скот не востребован по качеству, допустим, или же им мало кто занимается. Вот посмотрите, пожалуйста, поддержка в 2017 году племенного животноводства. В целом 6,2 миллиарда рублей. Всего из федерального и регионального бюджета, в том числе 69,3% или же 4,3% из федерального бюджета. То есть племенная база поддерживается полностью. И резервы молочного скотоводства России племенного. Пожалуйста, если можно, 33-й слайд. Коллеги, обратите внимание, смотрите, племенная база – это очень важный показатель. Мы в хозяйственных условиях надаиваем 7600 килограммов молока племенной части поголовья, а в товарной части 4200 килограммов. Вот какая разница? Она в принципе не может быть, если нормально устроена работа, если ведется нормальная работа. То есть 29% племенного скота производится 57% молока от общих объемов. Вот я для сравнения Башкортостан и Удмуртскую республику, тоже по аналогии. Вот смотрите, племенные хозяйства Удмуртской республики 6642 килограмма, а в товарном секторе 5340. То есть мы теряем вот здесь. Есть же генетический потенциал. При достижении в товарных стадах уровня продуктивности племенных стад, вот вы могли бы дополнительно получить 107 1300 тонн молока. И итоги внешней торговли племенными ресурсами. Те 110 тысяч голов, которые мы продаем, коллеги, значит, смотрите, мы покупаем скот за границей на 156 миллионов долларов. Мы вывозим валюту нашу за рубеж и нашим друзьям, в кавычках, в том числе и в Америку. А экспортируем, вот вы видите, на 3 миллиона 971. То есть, если мы продукцию можем выйти на экспортный, то есть мы продукцию экспортируем уже и мясо, свинины, мясо птицы, нам надо думать об экспорте нашего племенного материала уже. Те селекционные достижения по водствам, Жамбулат Хизирович, мы способны это сделать, особенно по ближнему зарубежью. Я завершаю. И вот основные мероприятия по развитию молочного скотоводства, они здесь обозначены. Это прежде всего, нам надо к 2020 году не менее 25 тысяч голов увеличить в целом в сельхозпредприятиях поголовья коров. Мы над этим работаем, и дорожная карта об этом нам четко дает направление, как говорится, по азимуту. И то, что я говорил, в воспроизводстве 80 телят, не меньше.
Потому что мы 1 800 000 голов только из-за воспроизводства телят теряем в год. Это и мясо, и молоко. И дальше, значит, доведение удельного веса племенного скота не менее 15%. И, конечно же, организация взаимосвязанной системы по формированию быкопроизводящей группы, которая, к сожалению, даже в племенных заводах Удмуртской республики тоже не совсем уделяют внимание. И это как раз коррелирует с тем, что Александр Владимирович тут говорил. Четко. Поэтому, коллеги, у нас есть все резервы для того, чтобы нам на достойном уровне конкурировать с европейскими странами. Мы за последние 15-20 лет завезли не только технологии, но и селекционный материал, и уже свои селекционные достижения есть. И при такой государственной поддержке мы должны, обязаны выйти на те параметры, обозначенные доктриной продовольственной безопасности. Я очень сомневаюсь, что всю жизнь будет такая поддержка. Давайте мы, пока есть поддержка, станем на ноги и дальше будем строить свои планы. Спасибо. Я извиняюсь за много времени. Уважаемый Александр Владимирович, дорогие друзья, вот только что был предложен анализ в исполнении специалистов Министерства сельского хозяйства. Вы знаете, что по поручению министра создан аналитический центр, он постоянно насыщается информацией, идет обмен, поэтому все эти презентации, они доступны, и мы очень хотели бы, чтобы в последующем все отраслевые совещания в регионе проходили исключительно из тех цифр, которые представляют отраслевые союзы. Они очень экспертно готовят. Думаю, что и Артем будет сегодня выступать, скажет. Но основополагающим были те рекомендации и те позиции, где у вас есть возможность увидеть себя со всех сторон. И нам очень приятно, что сегодня регион очень многого достиг. Уверен, больше достигнет. Возвращаюсь к тому ответственному разговору вашей встречи министра, где были приглашены все руководители департаментов, и каждому была поставлена задача. И мы действительно будем делать все и сопровождать, чтобы регион динамично развивался. Но нужна региональная программа. И хочу сказать о том, что Минсельхоз работает с отраслевыми союзами, и вот в частности Союз молоко очень ответственно относится. Как я понимаю, они уже помогли многим регионам разработать более десятка таких программ. Насколько я информирован, в стадии активной находится сейчас ваш регион. И это очень правильно. Почему? Потому что, уважаемые коллеги, мы должны начинать с цели и задачи, понимать, где мы находимся, к чему мы придем и какой у всех от этого будет результат. Поэтому еще раз, несколько слов о российском рынке. Мы имеем внешние и внутренние резервы, мы имеем внешние факторы, и многое зависит от нас. Уважаемый Харун Надеевич рассказал, что надо делать у нас с дойным стадом, где резервы в производительности, но мы сейчас должны озвучить, а вот этот объем, который будет произведен, насколько он будет востребован и по какой цене он будет приобретаться. Более того, ведь наши многострадальные животноводы, они все время зависят от колебаний цен. И вот здесь, уважаемые коллеги, мы должны сказать, что мы в рынке находимся последние 25 лет. И наступило время совершенствования рынка. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, вспомните, когда на волне активного развития предпринимательства малым бизнесом занялись практически все. Появилось большое количество киосков, потом появились магазины шаговой доступности, потом появились супермаркеты. И, естественно, происходила некая трансформация до того уровня, который устроил потребителя, то есть покупателя. Вот теперь представьте такую же ситуацию на рынке молока. У нас есть переработчики, вот ваш регион производит молока больше. Естественно, этот излишек должен поступать другим переработчикам. И дальше возникает вопрос, как это происходит. Вот в связи с этим мы сейчас системно работаем над тем, что создаем электронную карту всех переработчиков молока Российской Федерации. Всех трейдеров. Это посредники, которые между производителем и крупным переработчиком
выполняют свою миссию, берут на себя ответственность закупить, привезти и сдать на завод. Мы задаемся вопросом, а нужны ли они в том объеме? Есть заводы-накопители, которые принимают молоко, охлаждают и отправляют его там до 1500 километров другим производителям. А есть предприниматель, у которого 5, 6, там, до 10 молоковозов крупной тоннажности, который как бы тоже является игроком этого процесса. И, как правило, вносит всегда некую турбулентность ценообразования в регионах. Почему? Потому что молоко – это тот продукт, который требует того, чтобы он продавался быстро. И вот как только возникает вопрос поставок излишков, естественно, все производители молока сговорчивы, потому что деваться некуда, оно пропадет. Поэтому мы должны знать всех трейдеров в лицо в каждом регионе, а Министерство сельского хозяйства в масштабах страны. Поэтому в ближайшее время мы всех пригласим, мы готовимся к этому. Спасибо Союзу, он тоже активно участвует, где мы со всеми будем говорить на тему того, каким должно быть их партнерство. Но еще важнее, что мы их предупредим, что их количество будет сокращаться, что 25 лет рынка и то, что мы имеем, оно будет приводить к тому, что в ближайшее время они будут исчезать. Почему? Потому что у вас 6 перерабатывающих предприятий. Если на 2 увеличить охлаждающие мощности, то молзавод сам может поставлять другому молзаводу. Понимаете? И другая ситуация. Если мы все партнеры, а принцип будет такой. Мы говорим о дотации как меры господдержки. Для вашего региона вместе с федеральной она составляет рубль 30. Рубль 30, ну, может, рубль 40. Это как раз та мера господдержки, которая для тех производителей, чья себестоимость еще высокая по вашему региону. Потому что средняя цена 22 рубля, как я понимаю, но есть колебания, у кого-то цена и по 18, в зависимости от качества. Соответственно, вот есть период, когда мы работаем в ноль, и вот этот рубль 40 является доходом для поддержки со стороны государства. Но мы просто возвращаемся. Получателями этой меры господдержки будут те, которые имеют долгосрочные договора. То есть договора короткие в ближайшее время уйдут в историю. Есть молзавод, есть производители молока, есть график роста. Должен быть график роста по приемке и должна быть отфиксирована цена. И все. И все будет очень правильно. Поэтому мы сегодня всех участников рынка предупреждаем, что время трансформации в пользу сельхозпроизводителей наступило. Теперь следующий вопрос. Я возвращаюсь к тому объему молока, который ввозится в нашу страну. До недавнего времени этот объем ввозился, рыночные условия не предусматривают особого контроля. Есть такая философия, что рынок сам себя выстраивает. Но мы не можем быть свидетелями того, как рынок выстраивает и кого-то приводит к банкротству, по причине того, что он не знает все тонкости рынка. И на самом деле мы в рыночных условиях только 25 лет. Но при этом 80 лет мы были участниками плановой экономики. И очень многие знали, что за любого руководителя кто-то должен подумать. Надо было только пожаловаться, сказать, что там меня обижают. И потом власти разбирались и делали выводы. Сегодня все не так. Но нам недостает молоко. Вот, к примеру, вы, наверное, в курсе, что по распоряжению курирующего вице-премьера, по инициативе министра сельского хозяйства Александра Николаевича Ткачева поддержана. И на сегодняшний день состоялась серия встреч с правительством Беларуси, где финальной частью это подписание протокола о создании баланса поставок в Российскую Федерацию молочной продукции в тех объемах, которые недостает России. И в ближайшее время белорусская сторона готовится. Это будет одна компания белорусская, которая будет поставлять на российский рынок сухое молоко. Тем самым и добропорядочные производители Беларуси заинтересованы в том, что они не страдали. И, соответственно, серая схема, которая еще молоко Прибалтики и Украины, которое перерабатывается, потом вроде бы везется в Казахстан, а выгружается в Московской области большими потребителями, я уже говорил, вносит определенные турбулентность и несправедливость в существующих порядках.
Но даже если бы об этом знали, то участники рынка российского могли бы к этому подготовиться. Но это происходит вероломно, внезапно, и как финальная часть происходит обвал в ценах. Это дело временное, цены будут восстановлены, меры господдержки государством будут выровнены, поэтому производство молока и миллиардные инвестиции, которые мы вкладываем сегодня, они будут защищены государством, можете в этом не сомневаться. Так вот, из 340 тысяч тонн сухого молока, которое мы потребляем, недостающее в отраслях кондитерской отрасли, молочной, почти 170, ну может цифра больше, она у нас ввозится по импорту. И процентов 80 это из братской Беларуси. Сегодня мы будем говорить о балансе до того, как сухое молоко будет ввезено. Мы будем знать, куда оно завозится, кто его потребляет и по каким ценам. И тем самым наши уважаемые кондитеры будут исходить из следующего. Потребляешь, к примеру, там 100 тонн, российского мы можем тебе предоставить, российские производители, 30, 60 ты берешь в другом месте. То есть в этом и есть смысл баланса. Не тогда, когда нам все это привезли, и мы посчитали через 3 месяца в первом квартале, все ахнули, ну надо же, в 3 раза опять больше завезли из братской Беларуси. Ну так должно было быть. А теперь сперва посчитали, потом завезли. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы мы с вами были защищены экономически по тем задачам дальнейшего роста в вашем регионе молока. То есть это своего рода определенная мера государства, которая позволит говорить, вы полноценные участники рынка, цена может колебаться, так было, так будет, но ниже такой цены никогда она не опустится. И это тогда снимает все риски в тех инвестпроектах, которые вы реализуете. Потому что для дальнейшего развития надо брать кредиты, даже по льготной ставке это все равно кредиты, есть обязательства. Семейные фермы, которые будут развиваться. И вот мы рассчитываем, что в ближайшее время в вашем регионе будет очень уникальная программа стратегии развития производства молока, которая полностью будет удовлетворять вызов всех, кто хочет этим заниматься. Поэтому это будут и фермеры, это будут и крупные производители, и средние. И самое главное, они будут полноценными участниками рынка. Если ты занимаешься производством молока, значит, ты знаешь, что в ближайшие 3 года куда ты его будешь сдавать. Но, уважаемые товарищи, есть еще одна интересная история. У нас очень часто производители, ну, может быть, не от хорошей жизни, а может быть, знаете так, как только молока не хватает, мы начинаем тоже приторговывать. Хочу тому дам, хочу другому дам. А непрерывное производство, оно ведь тоже требует того, чтобы партнерство было постоянным. Поэтому еще раз, только долгосрочные договора. Пожалуйста, мелкий производитель произвел, можешь продавать на рынке, можешь у себя перерабатывать, все что. Но все остальные производители товара молока, будьте добры, пользуйтесь мерой господдержки, если у тебя есть долгосрочный договор. Ну, согласитесь, это правильно. Зачем мы должны стимулировать тех, кто должен продавать посреднику? А региональные власти не знают, куда это молоко увозится. Наверное, так. Но я чувствую, что коллеги сейчас пока нас выслушивают, а потом начнут задавать вопросы. Но, дорогие друзья, мы считаем, что это самая эффективная мера, которая свяжет нас и будет постоянно показателем взаимно уважительного и выгодного партнерства. Надеюсь, вы свое мнение по этому поводу выскажете сегодня. Спасибо большое, Джамбулат Хизирович. Действительно, вы сказали очень важные ключевые моменты, которые каждый, наверное, из сидящих в зале хотел услышать. Все-таки мы теперь понимаем и утвердились немножко в наших перспективах, но вот хотелось бы еще поглубже рассмотреть вопрос молочного рынка Российской Федерации. И в этом нам поможет Артем Сергеевич, Союз молоко. Пожалуйста, Артем Сергеевич. Уважаемые коллеги, добрый день. Мне очень приятно сегодня присутствовать здесь, выступать перед вами. Я немножко в продолжении того, о чем говорил Джамбулат Хизирович, действительно хочу подчеркнуть, что в настоящий момент меры государственной поддержки, которые существуют, они на самом деле достаточно комплексные. Они позволяют и
реализовывать, инвестировать в новые проекты, получая серьезную поддержку на капекс. Они позволяют получать поддержку на операционной стадии, через льготные кредиты, через субсидию на литр. Но эти механизмы государственной поддержки обязательно должны сопровождаться еще очень серьезной работой производителей над повышением собственной эффективности, и они сами должны задумываться о своем будущем. Поэтому вот та программа, о которой сегодня говорили, которую мы разрабатываем совместно с Министерством сельского хозяйства, с бизнес-сообществом, производителями, переработчиками Республики Удмуртии, для нас как раз очень важно акцент сделать не только на том, что нам нужно получить максимизировать получение федеральных средств, например, да, или максимизировать региональную поддержку, но очень важно на самом деле заниматься повышением внутренней эффективности. Очень важно выстраивать долгосрочные контракты. Коллеги, если мы не сможем договориться, производители, переработчики, о долгосрочных правилах игры, государство, наверное, никогда не решит все наши проблемы. Во многом именно самоорганизация позволит отчасти их решать. Вот сегодня во второй части нашего мероприятия будут выступать коллеги из крупных федеральных компаний. Они как раз будут делиться своим опытом, как они выстраивают с переработчиками вот эту практику долгосрочных взаимоотношений. Я так понимаю, что опыт есть очень позитивный, и, насколько мне известно, и в Республике Удмуртия тоже сейчас обсуждаются вот эти вот вопросы относительно того, чтобы практика долгосрочной контрактации как с локальными игроками, так и с федеральными игроками выстраивалась. Если же возвращаться к тематике, что происходит на рынке, то, наверное, можно следующий слайд, пожалуйста. Последние несколько лет были очень благоприятны в целом, конечно, для молочной отрасли. Чего здесь греха таить, доходность производства сырого молока была крайне комфортная. Наверное, минимальная доходность составляла порядка 20-25%, особенно в 2016-2017 году. Это позволило очень серьезно перерасти в производство товарного молока. Плюс 10% или порядка 2 миллионов тонн за 3-4 года. Таких цифр не было никогда. Вот сколько я себя помню, да, таких цифр не было. По крайней мере, начиная с 1990 года. То есть это очень серьезный прирост, который был сформирован благодаря и усилиям государства, и специальным экономическим мерам, которые были введены, и прежде всего усилиям бизнеса, потому что прирост основной здесь наблюдался не столько за строительство новых комплексов, а на самом деле за счет повышения эффективности, что еще раз доказывает, что именно здесь кроются ключевые возможности для развития в дальнейшем бизнеса. Следующий слайд, пожалуйста. Производство сырья сопровождалось серьезным ростом в переработке. Переработчики тоже очень серьезно выиграли, да, несмотря на то, что вроде бы кажется спрос устойчиво падает, к сожалению, на молочную продукцию. Структура его меняется, но производство растет достаточно серьезно. И это связано как раз с моментами импортозамещения, когда мы замещаем на российском рынке европейских производителей, которые попали под санкции. Или, например, производителей из Латинской Америки и Океании, которые ушли с рынка в результате ослабления рубля. Переработчики очень активно росли. По сырым сырным продуктам темпы роста достигали 10, 15, 20%. Поэтому нельзя говорить о том, что за последние 2-3 года выиграли только производители сырья. Выиграли и производители, и переработчики. Это придало мощный импульс для развития молочной отрасли. Следующий слайд, пожалуйста. Это отразилось на объемах импорта. Они устойчиво снижаются. При этом, следующий слайд, пожалуйста, качество продукции, а у нас действительно серьезно меняется и качество сырья, я думаю, что вы это замечаете, Министерство сельского хозяйства, оно создает определенный и уровень развития бизнеса, создает все условия для наращивания экспортного потенциала. В настоящий момент молочной продукции из Российской Федерации вывозится примерно $300 миллионов. И это далеко не предел, потому что мы понимаем, что с открытием рынков Юго-Восточной Азии, прежде всего Китая, Ближнего Востока, и надо сказать спасибо большое Министерству сельского хозяйства, Россельхознадзору, который в этом направлении очень активно сейчас работает, мы можем кратно увеличить объемы этих поставок. Это действительно возможен рост в разы в ближайшие 5-7 лет. И это будет хорошим драйвером, кстати, абсолютно рыночным, который позволит формировать спрос на готовую продукцию со стороны переработчиков, со стороны потребителей, а соответственно переработчики будут формировать спрос на сырье и поддерживать цену, да, потому что цена и доходность может быть только в том случае, когда есть устойчивый спрос. Если нет спроса, не будет ни цены, ни доходности. Поэтому экспорт в этом смысле является очень хорошим направлением. И следующий слайд, пожалуйста. А мировой рынок для нас предоставляет здесь все возможности. Мировой рынок $70 миллиардов. Это торговля, это не потребление, а это именно торговля. На этом рынке есть 4 ключевых игрока и 5-й Белоруссия, который торгует примерно, занимает примерно порядка
5-7% рынка. Почему Россия не может быть на месте Беларуси? У нас есть все природно-климатические условия. У нас есть регионы, которые исторически занимаются молочным скотоводством, в том числе Республика Удмуртия. И здесь есть масса возможностей для развития данного сектора. И мировой рынок предоставляет очень хорошие возможности. Следующий слайд, пожалуйста. Поэтому, вот, подводя коротенькое предварительное резюме моей дискуссии, когда я говорил в целом о рынке, наверное, я хотел бы обратить ваше внимание на 3 основных момента. Да, мы сейчас, конечно, будем обсуждать текущую ситуацию, непростую ситуацию с ценами, но мы должны понимать очень хорошую перспективу, которая у нас есть. У нас есть хороший потенциал роста внутреннего потребления. Потребление на уровне 200 килограмм на душу населения – это минимум. Ну, финны потребляют 400. Мы во многом северная сторона, молочная продукция для нас традиционно. У нас будет расти потребление, и это очень хорошая возможность. Импортозамещение. Вторая возможность. Да, сейчас 80% импорта – это Белоруссия, но мы должны… Да, мы с ними партнеры, да, мы в едином экономическом сотрудничестве, но мы должны выстраивать с ними отношения. Но нельзя, скажем так, пользоваться, условно говоря, нашим расположением в каком-то смысле. Мы должны выстраивать и подписывать балансы, которые должны стать реально работающим инструментом. Но не должно быть такого, что в России выросли запасы в 2-3 раза, и при этом нам привозят белорусы огромный объем продукции. Это не совсем правильно. Вот эту систему нужно, конечно, отстраивать. И тогда импортозамещение стоит очень хороший потенциал. Ну и третье направление – это, конечно же, экспорт. Уже сейчас из России экспортируется мороженое, экспортируются сырные продукты. Я знаю, что целый ряд предприятий Удмуртской республики серьезно думают по молочной категории о том, чтобы вывозить, экспортировать продукцию. С Министерством сельского хозяйства мы в этом направлении тоже обсуждаем вопросы, поэтому потенциал здесь действительно очень хороший. Еще раз повторюсь, что да, государство, оно может только подставить плечо, оно может помочь, но мы должны сами должны заниматься эффективностью, сами должны выстраивать долгосрочные отношения, сами должны заниматься экспортом. А государство здесь, как хорошее плечо, действительно выполняет и очень эффективно выполняет в настоящий момент свою функцию. Если говорить о потенциале непосредственно республики, можно следующий слайд, пожалуйста. Здесь очень интересная цифра. Джамбулат Хизирович действительно говорил о балансах, и мы, как союз, понимаем, на самом деле, насколько важна эта задача. И здесь вы увидите некоторые циферки, очень интересные. Удмуртия является профицитным регионом с точки зрения производства молока. То есть, при этом, если мы посмотрим на близлежащие регионы, то здесь целый ряд регионов, которые серьезно дефицитны по молоку. Это и Свердловская область, и Самарская область, и Челябинская область. Вот вы видите, их здесь с правой стороны дефицитные регионы. Мы строили укрупненный прогноз до 2025 года и понимаем, что более 1 миллиона тонн будет потребность в соседних с вами регионах в сыром молоке либо в готовой продукции. Для региона, который сейчас является профицитным по сырью и имеет хороший потенциал роста, вы прирастали на 3-4% пункта, вот то, что Харон Геевич цифры показывал, очень хорошая динамика, то есть фактически за 5 лет плюс 1000 тонн. Это одна из самых высоких динамик в России. Это очень хороший потенциал. Вот эта вот зеленая зона, которая создается, и красная зона, которая вас окружает, это очень хорошие возможности для развития не только молочного производства сырья, но и переработки. Следующий слайд, пожалуйста. Вот возвращаясь к балансам, хочу показать вот очень интересные цифры. Это самообеспечение республики. Это в молоко пересчитанная готовая продукция. То есть это продукты, это именно готовые. Сырьевой баланс я еще покажу в следующем. А это готовая продукция. На что я хочу обратить внимание? Что на самом деле республика не только полностью себя обеспечивает молочной продукцией, но и она вывозит готовую, она ее перерабатывает и вывозит. Вот посмотрите следующий слайд, там есть балансы по сырью, видно, что республика ввозит почти 200 тысяч тонн молока ежегодно и вывозит примерно 88. Это значит, что вы создаете добавленную стоимость здесь. Вы из соседних регионов везете продукцию, ее здесь перерабатываете и потом вывозите. Это на самом деле очень хороший, с нашей точки зрения, тренд. У вас есть сильные действительно игроки, которые входят в десятку крупнейших, я имею в виду переработчиков, десятку крупнейших производителей в России, которые имеют федеральную дистрибуцию, федеральные бренды, и они могут стать во многом драйверами, в том числе развития в целом молочной отрасли. Следующий слайд, пожалуйста. Отдельно по потреблению. Здесь республика, опять же, с точки зрения потребления, является одной из ведущих. Я думаю, что при этом, если мы берем медицинские нормы, то даже здесь есть определенный потенциал с точки зрения формирования внутреннего спроса. То есть мы говорили о том, что мы можем вывозить и создавать федеральную дистрибуцию нашей молочной продукции, но у нас есть и внутри потенциал потребления достаточно серьезный. И мы здесь видим, что несмотря на то, что за последние 5 лет в России в среднем потребление падало,
в республике, и это очень хороший сигнал, оно оставалось на достаточно стабильном уровне. Оно, да, не росло, но уровень был достаточно стабильный. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, мы сейчас только погрузились в тематику формирования программы, концепции развития молочной отрасли. Здесь мы очень плотно взаимодействуем с Минсельхозом, но мы уже сейчас видим очень хорошие возможности. Действительно, это и возможности насыщения внутреннего рынка, это и возможности выхода с федеральными марками на федеральный уровень, это и потенциальные возможности экспорта, это и возможности контрактного производства, потому что большое количество, например, иностранных игроков, которые ушли после 2013 года с рынка, ну, например, та же самая компания Valio финская, или ряд других производителей, они сейчас ищут потенциальных поставщиков. И, насколько мне известно, они рассматривают в том числе и республику в качестве одного из регионов, где потенциально может производиться продукция по контракту. Это тоже очень хорошая возможность, которая потенциально может развиваться. Мы сейчас, ну, наверное, я просто хотел бы, может, сегодня озвучить одну цифру, она, может быть, не слишком активно обсуждалась, но мы, посмотрев на потенциал, который есть вот сейчас у региона, посмотрев на практику регионов-лидеров, которые достигли очень существенных результатов в молочной отрасли за последние несколько лет, ну, взяли на себя некую, скажем так, ответственность, обозначить, может быть, некую цифру целевую, которая нам кажется реалистично, но при этом очень, то есть реалистично, но может дать очень хороший импульс для развития сектора. Мы считаем, что вот достижение в течение ближайших 10 лет 1 миллиона тонн производства товарного молока и его переработки, а это подразумевает прирост производства примерно в 3,5–4% в год, с учетом потенциала республики, может быть хорошей и такой вот реалистичной целью. С учетом того, что понятно, что эта цифра это не единственное, что характеризует изменения. Важно не просто цифра, может быть цифра, хотя и я считаю, что она очень амбициозна, но очень важно качественное изменение того, как будет организована молочная отрасль, как в части молочного скотоводства, эффективности этого производства, так и в части переработки и потенциала, который можно капитализировать на локальном рынке, на федеральном рынке и на экспортных рынках. Наверное, что касается вот такого вот моего выступления, я хотел бы закончить. Мы с Ольгой Викторовной, наверное, как-то вот немножко разделим наше выступление, потому что я создал такой потенциал, а Ольга Викторовна планирует, что она, может быть, какие-то основополагающие вещи, связанные с концепцией непосредственно предметной, расскажет, и мы как-то вот дальше в этих направлениях будем работать. А сегодня такое вот первое пристрелочное, наверное, вот выступление, как бы, чтобы ознакомить широкую публику с какими-то, может быть, базовыми тезисными вещами. Спасибо. Да. Спасибо большое, Артем Сергеевич. Я прошу включить тоже мою презентацию. На самом деле, нет, немножко, пока не то. Я закончу концепцию. Включите, пожалуйста, презентацию концепции развития молочного животноводства. Ну, это понятно, Петр Александрович, потому что, что бы мы сейчас ни говорили, без вас никак, это абсолютно точно, потому что 80% успеха в молочном животноводстве – это однозначно вы, это однозначно корма, это однозначно земля, это то, без чего жить в принципе невозможно. У нас получается технически? Нет, не получается. В таком случае давайте сделаем так, мы сейчас пойдем дальше по плану. Петр Александрович, вам карты в руки. Пожалуйста, расскажите о том, какие перспективы развития растениеводства Российской Федерации, как сегодня обстоят дела. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я постараюсь короче, потому что вы в завершении, наверное, скажете ваши задачи, которые поставлены перед вами. Конечно, сегодня очень правильно, что и очень здорово собрались во главе с руководством и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации под руководством Джумбулата Хизировича и, конечно, главы республики Александра Владимировича и весь этот зал. Конечно, было сказано о том, что вы в молочном производстве являетесь лидерами. Это очень здорово, вы молодцы. Но всегда мы с вами ищем резерв. В чем дальнейшие резервы? Конечно, и племенное животноводство, и все остальное. Вы потихоньку перекручиваете. Может быть, слайдов очень много, я целый час могу выступать, но я постараюсь покороче.
Что хотел бы сказать? Конечно, главным резервом сегодня является это кормопроизводство. Мы знаем с вами, что резервы очень большие. На сегодняшний день заготовка грубых и сочных кормов у вас составляет половину от потребностей, которые требуются. Поэтому такая и разница, Александр Владимирович, в надоях, не только отношениям, технологиями и так далее, а это в первую очередь разница в производстве кормов. Вот здесь вот большая проблема. У вас сегодня низкая урожайность зерновых культур, всего лишь 15-16 центнеров с гектара, когда ваша норма это 2 тонны с гектара, и не случайно вы завозите довольно-таки большое количество зерна с других регионов Российской Федерации. Почему это так? Я несколько моментов хотел бы вам сказать. Во-первых, точно так же, как недокармливая корову, мы недополучаем производство молока и мяса. Точно так же в растениеводстве. Вы применяете всего лишь 20 килограммов в действующем веществе на 1 гектар. В то время, когда по Российской Федерации это показатель составляет 35 килограммов, а норма это 80 килограммов на гектар минеральных удобрений, сбалансированных в целом по стране. Вот и делаете вывод. Нет питания для растений, нет урожайности, нет обеспеченности кормами и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, ваша база – это применение минеральных и органических удобрений. Это первый фактор. Второй очень важный момент, из-за которого вы сегодня зависите, это обеспеченность техникой. У вас одна из самых низких обеспеченностей по технике. У вас на 1 гектаре работает всего лишь 1 лошадь. В то время как по Российской Федерации 1,5 лошади, лошадиных силы, а по Европе, по миру 4,5-5 лошадиных сил. Поэтому, конечно, сегодня, Александр Владимирович, во-первых, нужно разработать программу обновления сельскохозяйственной техникой для региона. Без обеспеченности техникой вы ничего сделать не сможете. У вас нет оснащенности такой, которая требуется для вашего региона. Следующий фактор. На сегодняшний день у вас 230 тысяч гектаров земли, заброшенной, необрабатываемой на вашей территории. Это тоже очень большой резерв, как в производстве кормов и так далее. Конечно, у вас они в основном уже заросли, только около 80 тысяч гектаров. А что такое 80 тысяч гектаров? Это немало. Это 1 или 2 района Удмуртии. Поэтому эти очень большие площади, которые нужно, конечно, вводить. И только вот 80 тысяч гектаров из 230 сегодня можно ввести без выкорчевки леса, без большой мелиорации и так далее. Конечно, их нужно ввести. Но причина одна, у вас нет техники. Вы не оснащены, вы не вооружены сегодня и так далее. Следующий момент, уважаемые коллеги, там, где животноводство, там всегда это сопровождается льноводством в тех регионах, которые занимались исконно льном. Поэтому у вас уникальные территории, и вы, конечно, тоже в целом-то молодцы, вы выдержали до сегодняшнего дня, выращивали лен. 4,5 тысяч гектаров, это, конечно, не ваши площади. Вам нужно выращивать площадь минимум как 20 тысяч гектаров на территории Удмуртии. Сегодня по поручению министра Джамбулата Хизировича, у нас в стране активно разрабатывается программа развития льноводства. И вы уже, те, кто занимается льном, побывали у нас в министерстве и у меня в кабинете, обсуждали программу. У вас есть большая перспектива и большое будущее. Ростех вместе с вами планирует построить хороший, мощный завод по переработке льна в целлюлозу. Конечно, для этого потребуется не менее, это минимум как где-то 15-20 тысяч тонн волокна, льного волокна, которое будет перерабатываться, конечно, на целлюлозу. И далее оно пойдет в производство порохов и так далее. Эту перспективу вы знаете. Ну и кроме того, длинное волокно от вас должно пойти на
переработку в текстильную промышленность. Это тоже большой плюс, одна из точек роста для вас. Какие меры для этого предпринимаются, что делается в программе развития льноводства? Но вы уже получили деньги из расчета по 10 тысяч рублей на 1 гектар. В этом году не связанной поддержки. Каждый льновод, кто имел в прошлом году 1 гектар льна, он должен на этот гектар получить 10 тысяч рублей. Ольга Викторовна, эту задачу мы с вами решаем, обеспечите до конца, доведите, всем деньги дайте. Далее, конечно, в первую очередь, Джамбулат Хизирович всегда за нами очень четко контролирует, чтобы мы в первую очередь дали льготные кредиты на развитие льноводства. Поэтому приоритет кредитования кредитами, в обеспечении кредитов как коротких, так и длинных на льноводство. Сегодня на выходе программа по субсидированию 50% затрат на строительство льнокомбината и оборудование для переработки льна. Поэтому тут тоже нужно активно работать. Вы подали свои предварительные проекты, расчеты на 700 миллионов рублей, но, на мой взгляд, это очень скромно, этого крайне недостаточно. Поэтому вам нужно отработать хорошие проекты. Думаю, что в ближайшее время мы сюда еще раз приедем, конкретно обсудить проблему льноводства. Потому что здесь, в Удмуртии, как раз осталось то, что еще дальше можно развивать. Есть люди, есть льнозаводы, есть основы и все остальное. Конечно, у вас по обеспечению овощами открытого грунта вы себя обеспечиваете, картофелем обеспечиваете, но дальше этот потенциал нужно развивать и для экспорта, конечно. У вас, Александр Владимирович, есть одна проблемка с овощами, это тепличные овощи. Вы на сегодняшний день обеспечены не полностью, вам нужно еще где-то 10-20 гектаров построить теплиц для того, чтобы себя обеспечить полностью тепличными овощами. Пока программа работает, если есть инвесторы, конечно, нужно ускоряться, потому что через 2 года уже будет бесполезно, вы сами просто себя не сможете строить, потому что программа закончится, конкуренция будет огромной, и вы не сможете ее выдержать, вы будете есть овощи с соседних регионов, кто сегодня активно занимается. У вас остался минимум как год, потому что пока спроектируете, пока финансирование получите, кредиты и субсидирование 20%, тоже просьба этот шанс не упустите. Вот если коротко, вот такие моменты, которые я бы хотел вам сказать сегодня на этом совещании. В завершении хотел бы сказать, проблема кормления, она всегда в России была. Мы всегда надеемся на авось и так далее. В позапрошлом веке, когда Дмитрия Ивановича Менделеева, великого ученого, тоже так, наверное, вот как мы с вами сидим сегодня, спросили: Дмитрий Иванович, скажите, вот в Европе молока доят в 2 раза больше, у нас молока нет. Скажите, пожалуйста, почему у нас молока нет в стране? Он подумал, говорит: дайте мне подумать недельку. Посмотрел, поизучал, на следующей встрече ответил 2 словами: надо кормить. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я хотел бы все же буквально несколько слов. Петр Александрович очень конкретно все расставил, но когда он говорил о том, что нет техники, ну, наверное, все же это не так. Смысл состоит в том, что сегодня в приоритетах инвестпроектов, которые одабривает Минсельхоз, мы будем делать все для того, чтобы в Удмуртии аграрии закупали отечественную технику по льготным кредитам. Поэтому очень хотелось бы, чтобы это большое мероприятие у нас проходило. Давайте, как было сказано министром, системно оказывать помощь региону. И, Петр Александрович, сколько нужно времени, чтобы мы привезли в Удмуртию всех производителей сельскохозяйственной техники, которые встретятся с аграрным сообществом, отработают заявки, прорекламируют технику, и это даст дополнительный импульс, инициатив для получения льготных инвесткредитов. Потому что уполномоченные банки действительно представили заниженную по нашим меркам заявку на инвесткредиты на приобретение техники.
Поэтому мы хотим понять, она доступна по цене, она производительна. Поэтому есть предложение, как уполномоченному департаменту, эту работу в течение 2 недель провести, Петр Александрович. Хорошо, проведем. Джалкевич. Да. Вторая ситуация, очень важная для нас, уже прозвучала, это все же льноводство. И Петр Александрович оговорился, изначально есть поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича, нашему министру, и, соответственно, мы вот все несем ответственность. Программа готова, и в ближайшее время мы рассчитываем, что она получит поддержку. И, как мы понимаем, ключевые моменты этой программы состоят в том, что беспрецедентные меры поддержки. Вот, коллеги, 50% понесенных затрат при строительстве нового или модернизации существующего льноперерабатывающего завода первичной обработки. Кстати, мы взяли за основу анализ всего того, что наши братья-белорусы достигли. Так получилось, с них надо брать пример, потому что еще более 10 лет назад они модернизировали все свое производство и работают на российском оборудовании, производство Иваново. Это позволяет получать выход длинного волокна, а это сразу биржевой товар, валюта, а короткое, с учетом всех технологий, о которых Петр Александрович сказал, оно тоже сегодня становится очень востребованным, и по финансовому результату это будет очень правильно. Ну и последнее, семипольный севооборот, о котором Петр Александрович сказал, он будет основан в том, что овощи, так называемый борщевой набор, то, что вы сами себя удовлетворяете, вот совершенно справедливо отмечено. Но нам не достает этих овощей в других регионах, они могут быть экспортным потенциалом, поэтому современная технология, строительство очень современных емкостей хранения, а это тоже сегодня мера господдержки, потому что государство стимулирует, очень серьезно помогает в этом направлении, поэтому позволит вам продвигать свою продукцию в этом направлении. Ну и в завершение, вот Хрон Надеевич всегда говорит о том, что молоко у коровы на языке. И вот есть один показатель – количество кормовых единиц. По региону он в этом году составил 18? 14,3 при минимальных 26, которые должны быть. Так, Хрон Надеевич? 26 это с учетом комбикормов, так. А так 19. 19. То есть, ну, сами посчитайте, получается 60% того, что должно быть. Поэтому вот для того, чтобы это состоялось, мы должны точно понимать, что земель у вас достаточно, укосы должны быть качественные, так называемые культурные пастбища должны быть очень высокоэффективны. Коллеги, это не миллиарды рублей, совершенно не миллиарды рублей. Это жесткая технологическая дисциплина всех хозяйствующих субъектов. И все же так называемый севооборот, который должен иметь место. И последнее. Александр Владимирович на встрече с министром акцентировал внимание, что нужна более конкретная методическая помощь, организационная по вводу земель в оборот в регионе. Поэтому в ближайшее время у нас еще побывают представители Министерства, Департамента мелиорации. И мы полагаем, что и Петр Александрович в режиме рабочей группы все же вот поручение министра, как было сказано, вместе с региональными властями будет выполнять. И думаю, что темпы по вводу земель в вашем регионе в оборот должны состояться. И даже там, где будет необходимость нести большие затраты для их ввода в эксплуатацию. В связи с этим мы сейчас прорабатываем меру господдержки и рассчитываем, что она со следующего года будет работать. Это для всех регионов нечерноземья. Это возмещение затрат по вводу в оборот земли. И вот здесь вопрос разный. В зависимости от каждого региона затраты считаются сегодня у нас уже, к сожалению, от 18 до 50 тысяч рублей на гектар. И мы точно понимаем, что так стремительно и быстро ввести в оборот земли мы можем только тогда, когда будут созданы технически оснащенные отряды, о которых говорил Петр Александрович. Но здесь не обязательно, его может быть достаточно одного на регион сводного, но чтобы эта работа шла быстро. Ну и к чести, и к пониманию,
Сегодня у нас разная статистика у всех, но в целом Петр Александрович, наверное, поправит, если я ошибусь, но 20 миллионов гектар подлежащих вводу в оборот земель, из которых 10 можно вводить еще без всяких затрат. И последнее. Мы все знаем, что сейчас в плане экспортного потенциала есть тренды, связанные с потреблением так называемой продукции органического происхождения. И мы с вами четко понимаем, что у нас есть большой шанс ворваться на экспортный рынок мировой с этой продукцией, потому что земля, которая была вне оборота, это золотой фонд в производстве органической продукции. И понятно, что у нас у каждого на личном огороде органика растет, ну, будем так говорить, да, но для использования потенциала и, по сути дела, это очень выгодное и экспортно ориентированное направление, и очень хотелось бы, чтобы здесь была глубокая проработка. Думаю, что отраслевые союзы сейчас заинтересованы в том, что они подхватят эту инициативу, Союз овощеводов России и другие. Я думаю, все состоится. Мы желаем вам в этом успехов. Решить два слова еще. Джон Хизерович должен еще сказать один очень положительный фактор. Александр Владимирович, вот у вас есть энтузиасты. Вот депутат, где трактор, который делает здесь, в зале? Очень хорошая инициатива вашей республики в том, что сделать свой трактор. Вот, пожалуйста, возьмите контроль, поручите своим заместителям, министрам, чтобы действительно тракторов не хватает в стране. Нужно 50 тысяч тракторов ежегодно покупать. В стране производится 7 тысяч тракторов, а остальные закупаем из-за пределов. Если вот этот трактор среднего класса вы сделаете и выпустите, конечно, это будет огромной точкой роста для промышленности и, во-вторых, очень большая поддержка для сельского хозяйства. Спасибо. Одну ремарку можно? Вот я хотел бы 3 цифры назвать. Вот в производстве молока в сутки Удмуртская республика занимает 3-е место. После Татарстана и Краснодара. Теперь на 6-м месте по реализации этого молока 1840 тонн, а реализуется 1680 на 6-м месте. То есть где-то 180-200 тонн гуляют. И самое, вот то, что недокорм и так дальше, самое главное, по надою молока в сутки от коровы, Удмуртская республика занимает 21 место. 16,9 вчера на корову. 21 место. Вот где зарыта собака. Вот где стратегические резервы. Корма и повышение производительности дойного стада. На самом деле сейчас Харун Идич забрал мои последние козыри. Я больше даже не знаю, что еще рассказать про молочную отрасль Удмуртской республики. Здесь сказано очень много и очень много очень важных вещей. Я хотела бы остановиться на основных вехах, основных параметрах концепции стратегического развития молочного животноводства, молочной отрасли в Удмуртской республике. Пожалуйста, следующий слайд. Совершенно очевидно, что молочная отрасль в Удмуртии, конечно, имеет первостепенное значение для динамичного развития всего агропромышленного комплекса, и это такая очень традиционная история для нашего региона. У нас сегодня в этой отрасли и в сопряженных с ней отраслях работает более 320 предприятий, занято свыше 30 тысяч человек, а продукция отрасли составляет порядка
15% от оборота розничных сетей. Я не буду очень глубоко останавливаться на том, что вообще молоко и молочные продукты – это то продовольствие, которое входит в список продукции, попадающей в доктрину национальной продуктовой продовольственной безопасности. И, конечно же, имеет первостепенное значение в рационе населения. Поэтому с точки зрения объемов потребления в расчете на человека нам, конечно, есть куда расти. Пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь такое небольшое дополнение ко всему вышесказанному. Удмуртская республика, ну, она всегда входит традиционно в топ какого-нибудь рейтинга. Здесь это не исключение. По итогам 2017 года в хозяйстве всех категорий мы находимся на 8-м месте по абсолютному значению по производству молока. Мы производим 756,9 тысяч тонн молока. Пожалуйста, следующий слайд. Что касается объема производства молока в сельхозорганизациях, как совершенно верно Харон Надеевич отметил, мы находимся на 3-м месте, и на сегодняшний день мы показываем, по итогам 2017 года мы показали неплохие темпы роста, это 4,2% к аналогичному периоду предыдущего года. Следующий слайд, пожалуйста. В связи с этим главные вызовы сегодня, которые стоят перед нами, перед всеми производителями молока, сырья, перед переработчиками, это в первую очередь, конечно, сохранить достигнутые темпы производства. Кроме того, сегодня как никогда нам необходимо сконцентрироваться на качестве продукции, работать над качеством того продовольствия, которое мы производим, а также одна из основных задач – это повышение конкурентоспособности не только молока, сырья, но и молочной продукции, производимой в нашем регионе. Пожалуйста, следующий слайд. Сегодня основная проблематика молочного рынка, на наш взгляд, это низкая инвестиционная привлекательность, сложившаяся за счет высокой капитализации отрасли. И кроме того, все-таки нам есть над чем работать с точки зрения технологического и технического обеспечения молочного животноводства, но в помощь нам здесь, безусловно, те меры государственной поддержки, которые сегодня существуют и реально работают в этом направлении. Пожалуйста, следующий слайд. Роль государства в данном случае, как нам кажется, заключается в координации действий, в выстраивании условий для взаимодействия участников молочного рынка, сельхозтоваропроизводителей, сервисных организаций, переработчиков молока. И в этом смысле у нас есть все инструменты для того, чтобы максимально реализовывать свой потенциал. Просто порой мы не всегда его используем на 100%. Пожалуйста, следующий слайд. Таким образом, мы подошли к основным вехам концепции молочного животноводства в Удмуртской республике, которые обусловлены рядом факторов. Да? У нас сегодня есть некоторые особенности с точки зрения переработки молока, сырья, которые предполагают специализацию производственных площадок. У нас сформирован уже традиционный продуктовый баланс, и у нас есть свободные мощности для переработки молока, сырья. Кроме того, рынок сбыта молочной продукции в Удмуртской республике, он тоже имеет свою особенность. Сегодня мы действительно, в общем-то, имеем привычку потребления нашей местной продукции. Это отличная привычка. По данным Минпромторга, порядка 80%, 80-82% молочной продукции, молока и молочной продукции, которая потребляются в Удмуртии, это продукция собственного производства. Текущая ситуация в отрасли – это условный профицит. Я подчеркиваю, что профицит он условный, поскольку профицитом в сегодняшней ситуации это назвать нельзя, и все-таки существующая инвестиционная привлекательность с точки зрения реализации механизмов государственной поддержки. В результате в рамках нашей стратегии развития мы должны обеспечивать не менее 2% рост валового производства молока, обязательное сохранение маточного поголовья стада и, конечно, прирост производства молока высшего сорта, увеличение этой категории. Пожалуйста, следующий слайд. И вот, пожалуй, это в завершении моего выступления. Сегодня наши два приоритета – это эффективность государственной поддержки, и мы считаем, что каждый рубль бюджетных средств сегодня должен давать максимальный результат, который выражается
в валовом производстве и в доходах, безусловно, сельских жителей, в улучшениях условий жизни сельских жителей. Для этого мы планируем работать в направлении повышения качества нашего рынка, и в том числе работа с фальсификатом здесь имеет такое решающее значение. Кроме того, огромное внимание в рамках данной программы мы планируем уделять технологиям с точки зрения аудита и консалтинга, с точки зрения управления стадом, с точки зрения стабильности и стандартизации производственных процессов, то есть то, о чем говорили вот наши спикеры сегодня. Кроме того, без генетики, конечно, достигать больших результатов невозможно, и поэтому сегодня мы должны сосредоточиться не только на бонитировке наших животных, но и, конечно, на геномной оценке животных. Это наше будущее. И замечательная селекционная пирамида Харона Адеевича, я прям ее не могу забыть. То, что он мне вот показал, нарисовал сегодня в слайде, он представлял эту пирамиду. Конечно, все то, что работает в наших товарных хозяйствах, должно приносить нам максимальную продуктивность. Ну и, конечно же, государственное регулирование этого направления. Сегодня мы работаем в направлении повышения эффективности крупных предприятий, наших успешных предприятий. Сегодня мы уделяем особое внимание, я бы сказала, даже точечное внимание в отношении наших слабых предприятий, которым нужна поддержка, нужна какая-то помощь. Сегодня особым вниманием пользуется вопрос создания кооперации, вопрос организации кооперативов. Ну и, конечно, проработка всех существующих инвестиционных механизмов. Пожалуй, коллеги, я вот кратко рассказала о нашей концепции предполагаемой, которую мы обязательно в тандеме с Союз Молоко и нашими производителями непременно реализуем на территории Удмуртской республики. Поэтому, если есть вопросы, готова ответить на них. Вопросы? Первая часть нашей сегодняшней встречи, и мне бы хотелось обратить еще внимание на один очень важный момент. Сегодня в нашем зале присутствует почетный гражданин Удмуртской республики, ветеран своего дела, очень заслуженный человек, человек, который больше 40 лет своей жизни отдал упорному труду, работе в сельскохозяйственном производстве. Все знают, о ком я сейчас буду говорить, это Калинин Валентин Егорович. Я прошу поприветствовать его. В агропромышленном комплексе активную общественную работу и многолетний плодотворный труд с золотой медалью за вклад в развитие агропромышленного комплекса России награждается ветеран агропромышленного комплекса Калинин Валентин Егорович. Вручает медаль первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хизирович Хатуов. Сейчас у нас небольшой перерыв в нашей стратегической сессии, это буквально 20 минут. Я прошу всех подкрепиться на кофе-брейках и возвращаться, непременно возвращаться сюда, в этот зал. Здесь будет продолжена работа в области молочного животноводства.